Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 243 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 67 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 146 человек. Из них 123 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 17 человек. В средней степени тяжести 47. Выписано 8 пациентов. Амбулаторно выздоровевших 20 человек. 1 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1946 года рождения, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 30 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной двусторонней пневмонии. У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Президент Абхазии Аслан Бжаня связался по телефону с главным врачом ковид-центра на базе Гудаутской ЦРБ Хаджаратом Шамба. Руководитель медучреждения доложил главе государства о состоянии дел в центре, о мерах, предпринимаемых медицинским персоналом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Президент заявил, что держит ситуацию в ковид-центре на личном контроле. Аслан Бжаня отметил, что координационный штаб и Министерство здравоохранения оперативно информируют его о положении в госпитале. Глава государства подчеркнул, что руководство страны делает и будет делать все возможное для оказания всесторонней поддержки медицинскому учреждению. На 90-м году ушел из жизни наш соотечественник, представитель абхазской диаспоры в Турции Джамалидин Ардзенба. Известный хирург, был настоящим патриотом Родины. Часто приезжал в Абхазию. Долгое время Джамалидин Ардзенба был вице-президентом культурного центра «Кавказ» в Турции. Уделял большое внимание вопросам развития абхазского языка, искусства, литературы, культуры. По случаю смерти Джамалидина Ардзенба соболезнования родным и близким выразил президент Аслан Бжаня. В тексте соболезнования глава государства отметил, что в Абхазии с большой скорбью восприняли весть о смерти известного представителя абхазского народа. Джамалидин Ардзенба был светлый человек, который пронес через всю свою жизнь любовь к родине. Патриот, переживавший за судьбу абхазского народа. Смерть выдающегося врача – большая потеря для нашего народа, говорится в соболезновании. Продолжаем выпуск. 30 сентября, в День Победы и независимости Абхазии, житель Галского района поджег бело-зеленое полотно, символизирующее государственный флаг Республики Абхазия. Полотно было вывешено у парадного входа Дворца культуры города Гал в честь празднования 27-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Злоумышленник задержан правоохранительными органами. Репортаж Алики Трапш. В день празднования 27-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии произошел инцидент, который вызвал общественный резонанс. В городе Гал злоумышленник поджег бело-зеленое полотно, символизирующее государственный флаг Республики Абхазия, вывешенное у здания Дворца культуры, и скрылся с места происшествия. Оперативными действиями сотрудников галской милиции он был задержан. Произошло примерно где-то в 10:20, 10:25 по времени утром. Неизвестный на тот момент пролил бензин на край вывешенного на Дворце культуры полотно в виде флага и скрылся. Принятыми мерами где-то примерно в течение часа был обнаружен человек, был доставлен в райотдел милиции. По данному факту идет следствие. Будет, естественно, разбирательство, будут назначаться экспертизы на его вменяемость. В процессе после задержания выяснилось, что у него имеется на руках, при себе в тот момент не было, это уже при обыске, проведенном по месту проживания, был изъят вид на жительство, выданный в 2018 году, если я не ошибаюсь. Задержанным оказался житель города Гал Ираклий Бебуа, 1993 года рождения. На просторах сети интернет появилось видео с его допроса. По словам задержанного, свой поступок он совершил осознанно. По свидетельству сотрудников милиции, при задержании Бебуа прошло медицинское освидетельствование на содержание в крови наркотических веществ. Результат оказался отрицательным.
Поступок жителя Галского района вызвал резкое осуждение и возмущение среди общества. Ветеран войны, заместитель председателя отделения политической партии Амсахара в новом районе столицы Эдуард Хашба считает, что действия Бебуа носят провокационный характер. И за это он должен понести соответствующее наказание. Как и все ветераны и все жители Абхазии, с глубоким возмущением и негодованием восприняли эту информацию об этой гнусной провокации, иначе ее никак не назовешь в этот священный для всех нас день, когда мы вспоминаем погибших, когда чтим тех, кто остался в живых и принес нам эту победу. Была проведена вот такая вот гнусная провокация. Народ Абхазии достойно ответить на эту провокацию. Мы всегда консолидировались и были едины перед всякими внешними вызовами, с которыми сталкиваемся и сейчас. А правоохранители, я думаю, и спецслужбы дадут правовую оценку данному факту. Эта провокация, судя по всему, преследовала далеко идущие цели. Целью было дестабилизировать обстановку в нашей стране. Но, как я уже сказал, наш народ всегда един перед внешними вызовами. Единстве наша сила. В настоящее время Ираклий Бебуа водворен в изолятор временного содержания на 30 суток за оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов в момент задержания. Алька Трапштамас Чиковани, Абхазское телевидение. По факту умышленного повреждения чужого имущества, надругательства над государственной символикой Республики Абхазия, совершенное путем поджога, а также обнаружение и изъятия боеприпаса по месту жительства Бебуа Ираклия, в отношении последнего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД. Расследование в отношении Бебуа проводит следственная группа ОВД Галского района. Сотрудники МВД изъяли у нескольких граждан похищенное имущество, а жителю поселка Бзыбь Гагрского района предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ввозе в страну психотропного вещества. Подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел. Похищенное имущество заявительницы изъято при задержании Кантария Георгия Александровича, 1981 года рождения. Данное лицо подозревается в открытом хищении сумки с денежными средствами. Оперативные мероприятия по задержанию Кантария и изъятию вещественных доказательств провели сотрудники отдела уголовного розыска ОВД по Гагрскому району. По факту грабежа, совершенного в крупном размере в отношении гражданина Кантария, возбуждено уголовное дело. При осмотре подсобного помещения частного домовладения в селе Пакаш сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел Чемчирского района обнаружили и изъяли спрятанное в стеклянную банку наркотическое вещество марихуана. Вес наркотика составил порядка 45 грамм, что является крупным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело. Незаконное хранение наркотического вещества обвиняется проживающему по данному адресу Пачуле Дауру Зауровичу, 1989 года рождения. Покушавшийся на хищение чужого имущества гражданин оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по Гагрскому району. Чиковани Аляс Забиевич, 1984 года рождения, житель села Моква Чемчирского района, у одного из пассажиров общественного транспорта совершил попытку кражи денежных средств, но, будучи замеченным в своих деяниях, попытался скрыться. При этом оперативными мерами Аляс Чиковани задержан, ведется следствие. Группой дознания Гагрского управления внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении жителя города Гагра Пак Михаила Леонидовича, 1991 года рождения. Гражданин Пак задержан сотрудниками уголовного розыска. У последнего при личном досмотре обнаружено и изъято тайно хранимое при себе наркотическое вещество, а именно марихуана. Молодой человек в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста в нарушении статьи 45 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия, по истечении которых на время следствия задержанный будет отпущен под подписку о невыезде. У жителя города Сухум-Джопу Аслана Родиковича, 1992 года рождения, изъяты похищенные денежные средства.
Имея преступный умысел на хищение чужого имущества, Аслан Жопа, следуя в общественном транспорте, из сумки пожилой женщины вытащил кошелек, но был задержан сотрудниками уголовного розыска и госавтоинспекции столичного управления внутренних дел совместно с курсантами учебного центра МВД Абхазии, патрулирующими данное направление маршрута. Подозреваемый в содеянном сознался, в отношении Жопа возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Жителю поселка Бзып Гагрского района Канджария Энверу Джоновичу 1992 года рождения предъявлено обвинение в незаконном приобретении, перевозке, хранении, а также ввозе на территорию Республики Абхазия психотропного вещества. Последний был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики в результате разработанной оперативной информации после зоны прохождения таможенного контроля на КПП ПСО. Запрещенное в свободном обороте психотропное вещество пригабалин, капсулы которого гражданин приобрел и незаконно перевез через границу, изъято. 1 октября отмечает юбилей Светлана Родионовна Джергения, вдова Владислава Григорьевича Ардзенба, руководитель фонда первого президента, старший научный сотрудник отдела политологии и конфликтологии АБИГИ. Светлану Джергения поздравил президент Аслан Бжания. На ваших плечах лежала огромная ответственность. Вы были верной соратницей первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзенба. Помогали преодолевать трудности в сложнейший период современной истории Абхазии. Ваша поддержка придавала силу и душевное спокойствие национальному лидеру. Являясь известным ученым, общественным деятелем, вы заслужили уважение народа Абхазии, отмечается в частности в поздравлении главы государства. Аслан Бжания также лично поздравил Светлану Джергения в телефонном разговоре. Об этом сообщает пресс-служба президента. Вопрос предстоящего объединения районных надзорных органов в единую функциональную систему под управлением центрального аппарата обсуждался на совещании, которое провел министр по чрезвычайной ситуации Лев Квициния с руководством управления государственного пожарного надзора и сотрудниками территориальных надзорных органов Абхазии. Подробности в репортаже пресс-службы МЧС. 1 октября министр по ЧС Лев Квициния провел рабочее совещание с руководством Управления государственного пожарного надзора и сотрудниками территориальных надзорных органов республики. Одним из главных вопросов на совещании стало предстоящее совершенствование организации осуществления государственного пожарного надзора, которое предусматривает объединение всех районных надзорных органов в единую функциональную систему под управлением центрального аппарата. Такой подход, по словам Льва Квициния, должен улучшить работу службы за счет оптимизации и распределения полномочий, а также повышения уровня работы службы в целом. Помимо этого, на совещании поднимались вопросы, связанные с возможностью исполнения своих функциональных обязанностей сотрудниками Госпожнадзора по части рассмотрения проектов на строительство тех или иных объектов, незаконного строительства зданий, увеличения штрафов и проведения плановых мероприятий по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. В этом направлении существенная роль отведена молодым кадрам, которые уже окончили обучение в вузах Российской Федерации и успешно реализуют свои знания на профессиональном поприще. В общей сложности по республике работает уже 10 специалистов, и их количество с каждым выпуском увеличивается. Для успешной работы в этом направлении существует и необходимость совершенствования материально-технической базы, подчеркнул Лев Квициния. Абхазия должна соответствовать всем современным мировым стандартам. В первую очередь это касается безопасности граждан и гостей республики. Успешность работы напрямую зависит от слаженных действий многих организаций. Вот почему необходимо тесное взаимодействие между ведомством, руководителями районов и соответствующими службами, отметил министр. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, приступить к реализации поставленных задач руководством ведомства планируется в 2021 году. 29 сентября в Сухуми стартовала акция «Тропой героев», приуроченная ко Дню Победы и независимости в Отечественной войне народа Абхазии. Участники шествия пешком преодолели расстояние до реки Ингур, возлагая по пути цветы к памятникам защитников Апсны. В первый день акции они остановились на ночлег в селе Тамыш. Собравшись возле костра, они пели, танцевали и общались с ветеранами войны.
Утром шествие продолжилось, и 30 сентября, как и планировалось, участники акции дошли до реки Ингур. Акция объединила молодых людей разных возрастов. Молодежь у нас очень патриотичная. Нам безумно понравилось именно их настроение, атмосфера вот этого патриотизма, абхазских песен, аяйра. У детей ничуть не сорвался голос от того, что они были настолько вот счастливы и на эмоциях. Это было видно. В этом году, кстати, было молодежи очень много, но были и школьники. Естественно, мы не могли группа пойти вперед, остальные ждать, поэтому как бы друг друга ждали, дожидаясь, а как-то старались сгруппированно идти. Во-первых, жара, во-вторых, километраж большой. Не каждый ребенок, который принимал участие, был подготовлен к этому. Дети не проходят такие расстояния в обычное время. Естественно, это могла быть нагрузка на ноги, на позвоночник. За счет жары голова у многих могла бы заболеть. Мы предусмотрели, у нас был врач сопровождающий, скорая помощь. И у кого-то, если какая-то возникала проблема со здоровьем, оказывалась первая медицинская помощь. В День Победы и независимости Абхазии в столице на набережной Махаджиров был организован праздничный концерт. Своими выступлениями жители и гостей Сухума порадовали артисты абхазской эстрады, детские танцевальные коллективы, оперные певцы. Посмотреть на концерт пришел и глава государства Аслан Бжания. Репортаж Гугуцы Вардания. Песни о любви к родине, о героях и об их самоотверженных подвигах звучали 30 сентября на набережной Махаджиров в день празднования 27-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Мероприятие посетил президент Аслан Бжания. Программа праздничного концерта порадовала зрителей выступлениями детских танцевальных коллективов. Зажигательные народные танцы не оставили равнодушными никого. Отпраздновать День Победы, поздравить друг друга с праздником, посмотреть на концерт сюда пришли как жители, так и гости столицы. Всех поздравляю с праздником Победы, желаю счастья, процветания, чтобы не было войны, чтобы мир на этой земле всегда был. Я хочу поздравить весь народ страны души с великим праздником, с победой, с Днем Победы. К этому концерту артисты готовились с самого утра, ведь главное для них создать для зрителей атмосферу праздника. Я поздравляю всех нас. Дай Бог, чтобы у нас было все хорошо, мирного неба, любви, хорошего настроения и всего самого прекрасного. Поздравляю всех жителей Абхазии с этим большим праздником, с Днем Победы, мирного неба над головой, счастья, радости в каждой семье. В праздничном концерте приняли участие приглашенные из России оперные певцы, друзья абхазского музыканта Гудиса Ферзба. Особым подарком для зрителей стало исполнение ими песни на абхазском языке. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу в Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой, местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем 21-26 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.